Елисей. Я рада, что вы приняли мое приглашение на интервью. И для меня большая честь побеседовать сегодня с вами, потому что, на мой взгляд и на взгляд наших зрителей, вы действительно артист, музыкант, певец, один из самых востребованных, один из самых талантливых представителей Республики Абхазия за пределами нашей страны. И сегодня наш разговор хотелось бы, конечно, начать с вашего начала творческого пути, потому что я думаю, что часть нашей аудитории не знакома с вашим творчеством и не знакома с вашей биографией. Спасибо за этот приятный вечер, за то, что меня пригласили. Мне очень приятно быть в этой студии, и на самом деле у меня есть что рассказать. Вы правильно подчеркнули о том, что меня, в общем-то, здесь многие не знают, и я просто объясню причину того, что происходит. На самом деле, с самого раннего детства, я должен это сейчас сказать, я с 5 лет, помню, уже пел. Причем настолько я люблю петь, что даже не представлял для себя какую-либо там другую профессию. Я продолжал петь в течение вот всей вот своей творческой там деятельности. Там школа, это опять музыка. Я помню, 2 года я проучился в деревенской школе в селе Пуквеж. Потом каким-то чудом приехала, я даже буду это всегда говорить, к нам в деревню семья Дениса Чичхалия вместе с его очаровательной супругой, моей любимой учительницей Марией Соновной. Вот я хочу сказать, что Мария Соновна именно тот человек, который изменила мой творческий путь, но в лучшую сторону. Она сказала, увидев меня, поющего вот там высоко на дереве, она сказала: Света, говорит, а кто у вас там поет? Мама спрашивает. А она говорит: мама, говорит, да это сынок, говорит, не обращайте внимания, если он мешает, я, говорит, я сейчас попрошу, он, в общем-то, перестанет петь. Нет, нет, лучше вы его пригласите, давайте его послушаем. Ну, в общем, долго об этом не буду говорить. На самом деле, она сказала, это мальчик одаренный, талантливый, ему нужно учиться в другой школе. Поскольку она являлась выпускницей школы-интерната Сухом, где являлась директором Анчибадзе Лила Николаевна, это божественная вообще женщина, вот, она сказала, тебе нужно учиться именно в этой школе. В общем, долго этот процесс не занял. Быстренько меня перевели после 2 класса в школу-интернат, и там я стал заниматься активно музыкой. Я там закончил музыкальную вот эту школу по фортепиано. Вот, но параллельно я учился, то есть я пел в хоре, я постоянно был в музыке. Даже вспомню сейчас эпизод, который я вообще никогда не рассказывал. Поскольку я постоянно занимался математикой, у меня даже на танцы отправляли, где танцевать, я не успевал по некоторым предметам, особенно по алгебре. Это у нас был строжайший там учитель Харлан Кузьмич, потрясающий был учитель, но все его ученики поступали с 5 в вузы. Вот это был сильнейший учитель. И я помню, однажды, проходя мимо кабинета алгебры, я стою, весь дрожу, чуть ли там, не знаю, не в истерике, и проходит величественная Лила Николаевна своей вот такой походкой вот королевой. И она говорит, а ты, говорит, почему, говорит, ты здесь стоишь и кашляешь? Я говорю, Лила Николаевна, немножко простудился, наверное. Говорит, как? А что у вас за урок сейчас? Я говорю, у нас урок алгебры. А ну-ка пошли со мной быстренько. Открывается дверь, тут же весь класс встает. Ну, зашла-то сама Лила Николаевна и тихонько подзывает к себе учителя и говорит, Харламбек Кузьмич, я вас прошу, пожалуйста, не давите на этого мальчика, потому что он будет в будущем музыкантом, певцом, да и прославит, говорит, нашу школу. Я был освобожден от алгебры, от математики практически. В общем, вот так у меня. Я думаю, что именно вот этот эпизод из жизни подтверждает, что ваш творческий путь — это все-таки история не только таланта, наверное, но и трудолюбия, да, упорства своего рода, потому что одним талантом невозможно достичь тех высот, которые вы достигли в профессии. И такой вопрос, скорее всего,
Вот имя накладывает отпечаток, у вас такое звучное имя Одиссей, древнегреческое имя, которое, ну, как известно всем, да, происходит от древнегреческого героя, да, мифологического. Хотелось бы знать ваше мнение, какой-то отпечаток на ваш характер, на вашу жизнедеятельность накладывает само имя? На самом деле, да, вот как корабль назовешь, так и поплывет, говорят, да. Изначально, когда я родился, это был Советский Союз, понимаете, да, и когда пришли, значит, оформлять в графе имя мальчика, поскольку я был шестым ребенком, все девочки, я рождаюсь. Папа был, конечно, не знаю, от счастья на седьмом небе, а отец меня хотел назвать Одиссеем. Но та женщина, которая сидела в то время, грузины, сидели вот в таких инстанциях, они вот первые, в общем, начальниками всегда были грузины. Потом зам был абхаз. Так получилось, что на тот момент это имя вызвало у нее вот какое-то, ну, да, ей не понравилось. А почему, говорит, именно Одиссей? Ну, отец говорит, это имя, говорит, это желание, говорит, моя мать просила, говорит, если у тебя будет сын, назови вот именно Одиссеем. Со смыслом. Да, со смыслом. И она взяла просто грубо, без его ведома, написала не Одиссей, а Одик. Александр Алик, да, как пишут? Да. Ну, он деревенский мужчина, он даже не посмотрел метрику, не обратил внимания и привез домой. Ну, мама-то моя женщина мудрая, 8 родила. И она говорит, слушай, а ты, говорит, как ты согласился на такое имя? Он говорит, открывай там Одик. Ну, папа был скромный, абхазец такой, не стал там поднимать, в общем, шуметь, и он оставили как есть. Как есть, так и есть. Вот. В общем, я закончил школу и так далее. Потом началась война, вот с этим именем я остался. Но я вернул свое имя, когда я уже вступил в брак. Я вернул свое имя, я уже оказался на российской стороне, то есть это было очень просто прийти там в ЗАГС и переименовать, сделать. Я поменял и фамилию, потому что мы же попали под влияние, вот, так сказать, наших, да, как раз хотела задать любимых вопрос, грузинских тогда наших, вот, скажем, чиновников, и фамилия у всех она была Дженджолия. Я с этой фамилией тоже категорически не был согласен, потому что ну, фамилия звучит как Аджинджа, очень звучная. Да, очень звучная, Почему да, я вот должен я Джо, потом еще Лия добавлять? Я считаю, Вот. что вы абсолютно Я правильно вернул свое поступили. историческое имя, и имя, кстати, сыграло большую роль в моей творческой жизни, где я только не бывал и где я только не выступал с этим именем. То есть мое имя сразу запоминали. Ну да, это как визитная карточка своего рода, и оно как бы такое емкое, если можно так сказать, и даже вот творческое. Оно звучное. Да, звучное, безусловно. Достаточно серьезное звание. Скажите, вот как это звание помогает вам, быть может, в вашей творческой деятельности, либо, наверное, все-таки вы несете какую-то ответственность за это звание, и как-то оно вас подстегивает, быть может? Вы знаете, поначалу я относился как-то спокойно к этому званию, потому что я никогда не гонялся за какими-то регалиями. Я вот люблю петь, выступать, дарить людям радость. Это вот, мне кажется, вот дар свыше. Я это несу достойно, с осторожностью, вот с моей культурой. Но когда появилось звание заслуженного артиста, я понимаю, что это твой статус. И первое, это уже как бы, да, открывает тебе другие двери, и с тобой уже общаются по-другому, да, на более таком высоком уровне. Второе – это вот ответственность. Ну, за что дали этому человеку заслуженного артиста? Вот. Я не просто стараюсь этому соответствовать, я просто к этому отношусь, во-первых, с уважением, большим уважением, потому что это моя страна, мой народ, мои любимые люди в правительстве решили дать заслуженного, значит, я достоин. И спасибо, я вот с любовью принял этот дар, это звание, а дальше уже больше. Я думаю, что не за горами следующее звание.
Одиссей, вот у каждого артиста, насколько мне известно, есть песня, которая его видоизменила, да, как творческую личность. А быть может, у вас тоже есть такая аналогичная композиция, которая явилась такой точкой невозврата своего рода? Вот можете немного об этом? Так, надо подумать, какая песня для меня стала такой частью меня, да? Отправной точкой, может быть, в творчестве как-то вот. Знаете, я сейчас предисловие такое расскажу. После войны я услышал песню, ну, абхазскую песню по радио, и поинтересовался, думал, кто это, что за песня, откуда. Вот. И она оказалась именно в такой стилистике, которую я люблю. Причем на абхазском языке очень непросто написать песню, поскольку у нас очень много согласных звуков в одном слове. Могут быть 4 согласных звука, которые бьют по гортани. Да, а вот вокальный аппарат, он подразумевает свободу, понимаете, чтобы это, вот это не било. Я поинтересовался, чья это песня, выяснилось, что Анри Гумба, молодой парень на тот момент, написал эту песню. Я быстренько его нашел, мы с ним списались, в общем, виделись, и он говорит, слушай, ну, если тебе нравится, если ты будешь петь, я только буду рада, потому что ну, ты будешь прославлять ее, и она, говорит, тебе очень тоже идет. Я даже знаю, о какой песне идет речь, да. И я с ней практически вот с ней выступаю. Она такая песня о любви, о лирике. И она прямо шлейфом вот за мной вот всю жизнь вместе с ней вот мы выступаем на разных площадках. И люди спрашивают, а вы на каком языке поете эту песню? А я говорю, на абхазском. Да, ну не может быть, потому что у всех абхазский язык ассоциируется с жестким таким, да, прононсом вот этих гортанных звуков. Я говорю, знаете, человек, который является музыкантом, носителем языка, если он сам певец и поет, он это чувствует, и на основании вот этих, да, вот, возможностей вокальных он придумывает подходящие тексты. И все, и я стал вот такие тексты тоже, мы писать. Вот у меня есть моя племянница, которая, у нее очень это виртуозно получается, она потрясающий, у нее абхазский язык, она придумывает волшебные слова, которые остались где-то вот там в загашнике, которые не использует никто вот в бытовой речи. Да, у нас тандем потрясающий, то ли вот так эта песня мне запала. Опять же, вернусь к тому, что наша аудитория плохо знакома с вашим творчеством, особенно с началом вашего творчества, профессионального пути. Могли бы немного рассказать об этом, потому что, вот как известно мне, например, да, вы были победителем такого престижного российского вокального конкурса, как «Лестница в небо». Это буквально случилось до того, как началась наша Отечественная война народа Абхазии, вот в тот период, да, достаточно давно. И вот, к сожалению, мы не знакомы с вашим, скажем так, становлением в творчестве. Расскажите немного вот о вашем образовании, да, если вот, как бы, если возможно, да, и какие-то вот такие ключевые позиции. Закончив, и сейчас я еще вам более интересную историю расскажу, которую вообще никто не знает. Закончив школу, по-моему, только 16 лет мне исполнилось, я закончил школу. В армию меня не брали, потому что, ну, 2 года еще. Ну, куда мне деваться? То есть в университет я даже не стремился поступать, потому что я музыкант просто от мозга до костей. Я думал, буду вокалистом. Естественно, прихожу в музыкальное училище, наше Сухумское, вот, и я попадаю именно в день экзаменов. Прихожу, здороваюсь со всей аудиторией, там, значит, директор музыкального училища. И меня спрашивают, а вы кто? Я говорю, я такой-то, такой-то. И что вы хотели? Я говорю, я хочу поступить в ваше музыкальное училище. Вот. А вы подготовились? То есть вы нет в списке? Я говорю, знаете, я не знал, что сегодня последний день экзамена, но я нагло сажусь за инструмент, за рояль, начинаю петь какую-то эстрадную песню. Ну, это же интеллигентные, да, как бы люди. Они дослушали меня мило, с очень таким удивительным лицом. И сказали, вы знаете, говорит молодой человек, у нас, в общем-то, академический вокал, оперное пение, то эстрадного вокала здесь нет. Но если вам нравится опера, то вам нужно просто позаниматься хотя бы полгода или год, чтобы поступить на следующий год.
Ну, собственно говоря, я быстренько там, прокрутил, да, переформатировал информацию. Я говорю, я согласен. Вот, я закончил музыкальное училище и, значит, и поехал по рекомендации моего любимого дирижера Абхазской государственной капеллы. Я даже, учась в музыкальном училище, работал в капелле. И Надар Викторович Чанба сказал, у нас не хватает молодых специалистов, талантливых, ты обязан поступить в Питерскую консерваторию. Вот, да, и, в общем-то, я поехал поступать. Но так получилось, что педагог, которого я прослушивался на тот момент, был на гастролях, я недостаточно был подготовлен и не прошел по конкурсу. Крайне был расстроен, но вернулся на родину, и это был уже 92 год, и вдруг у меня еще параллельно я пел эстраду, то есть у нас была такая команда молодых ребят, называлась эта группа Том и Эф, то есть имена, это аббревиатура, имена наших тогда, там, артистов, там Толик, Одиссей, там, и Мизан, и Фаина. Это когда вы поехали на гастроли в Турцию? Мы гастроли в Турцию, у нас была такая интересная программа, фольклор, народные песни под инструменты чемгур, а второй блок у нас был эстрадный для молодежи. Вот. И, в общем, мы только отработали одно отделение, в антракте нам объявляют, что началась война. Ну, естественно, мы возвращаемся обратно. Ну вот как раз об этом хотела задать вопрос и обозначить, что вы являетесь ветераном Отечественной войны народа Абхазии. Несмотря на ваш молодой возраст, вы принимали участие в боевых действиях. И я думаю, что эта часть вашей жизни не могла не наложить отпечаток определенный. Да? Вот скажите, пожалуйста, как на сегодняшний день резонирует тема войны для вас? Какие-то, может быть, вызывает негативные эмоции, это понятно само собой, но, может быть, во снах как-то вы возвращаетесь к теме войны? Да, очень интересный вопрос. На самом деле слово «война» в моем представлении всегда это была Великая Отечественная война, 41-45 год, по истории то, что мы проходили. И никогда я в своих снах, даже представлениях не представлял, что я могу быть участником войны. Но когда, опять-таки повторюсь, началась война, мы находились в Турции, и наша диаспора, которая там проживает, увидев нас, полюбив уже нас с нами, настолько они сдружились, и в один голос они сказали, что вы такие замечательные люди, наши братья, сестра наша маленькая, мы поедем с вами на войну, защищать нашу историческую родину. Приехали, с нами приехало 45 человек. И мы с трудом добрались, естественно, до Абхазии. Были очень там сложности, были определенные. Это касалось жизни, не дай бог, там пересечь это через море. То есть было опасно, но опасности не было в глазах. И здесь не было. Несмотря на возраст, несмотря на то, что на вы возраст, творческие люди. У нас была цель попасть домой. И все, а дальше уже больше. Мы не задумываясь, кто где нашел, в общем, оружие. Мы стояли, защищали свою родину как могли. Ничего не боялись. Не знаю, вот ни разу передо мной не промелькнула мысль о смерти. Я даже не думал об этом. Мне некогда было думать. Я оказался на стороне, в Даутском районе. Моя семья находится на восточной стороне. Моя мать, многодетная женщина, которую я в своей жизни недостаточно смог увидеть, обнять. Я же учился в интернате. Потом все время меня не было дома. Я скучал. Такой взрослый мужик, но мама есть мама, понимаете? Вот не хватало ее любви. Мы завершили свою миссию, мы защитили свою родину. А после, знаете, была такая черная такая дыра в моем подсознании. Дальше что делать? Чем заниматься? Так казалось, мы вроде выиграли, да, выгнали врага из страны, но а дальше было немножко страшно. Чем заняться? Что делать в этой стране, где была разруха страшная? Как исцелить себя? По ночам иногда мне снились, правда, танк снился, который вызвал у меня определенные
определенный даже страх вот в тот момент, когда мы сидели в окопе, и в 6 утра каким-то образом появляется танк, направляет свое дуло, вот эту пушку на нас. И у нас истерика, я даже не знаю, что делать. И мы давай, в общем, бежать. Ну, вот этот момент зафиксировал мой мозг. Честно говоря, я не хотел, я на негативе не был никогда. Я всегда был на позитиве. Турецкие эти, да, абхазы, я наоборот опекал их. Я даже за это короткое время выучил турецкий язык. Так бегло уже говорил, что даже местные меня принимали за турецкого абхаза. Я говорю, слушай, я тут родился в Паквеше. Они говорят, мы тоже тут родились. Вот. Я их постоянно вот как-то оберегал. Храбрые ребята, ну такие, у них боевой дух, это наша кровь, у всех такая кровь. Горячие. Да, но вот этот момент меня долго сопровождал, иногда в снах. И однажды я, не знаю, рано утром проснулся, и меня посетила такая идея. Ну как будто кто-то мне сверху крикнул: поставь свечку в церкви, пойди сходи в церковь. Я пошел своими словами, поставил одну свечку, попросил Всевышнего Господа, чтобы воцарился мир в моем разуме, в моей голове, чтобы этого я больше не слышал и не видел, и не представлял даже во сне. Вот. Но возвращаясь к нашему вопросу, какую роль и вообще какой отпечаток оставила война в моей памяти, я благодарен Богу и за мой, конечно, упорный труд, за то, что я пою. Музыка, она исцеляет. Даже в плохие, самые тяжелые моменты, когда я начинаю петь, я просто замечал, происходит вот какое-то другое абсолютно физическое состояние. Я вспоминаю о том, откуда взялась песня о ранении, Ахураша. Когда человека ранили, его несут на этих носилках, ему пели песню о ранении. Эта песня, она просто очищала разум. Уходила боль, и человек не чувствовал, не ощущал вот этой тяжести боли. Его несли достойно с этой песней. Песня о ранении, это вот, когда я слышу, у меня волосы, вот мурашки по всему телу. Но вот сейчас у вас в вашем репертуаре присутствуют песни тех военных лет? В моем репертуаре военных лет песни, я, честно говоря, стараюсь их реанимировать, сделать на более такой современный лад, чтобы слушателю было легче, да, на восприятие, потому что музыка либо она нравится, либо не нравится. Я хочу, чтобы первая все-таки, она запала в душу. Вот. Ну и я хочу, чтобы это именно с той перчинкой, С правильными акцентами. с правильными акцентами, да, чтобы она вот именно зашла вот в душу. Случайности не случайны. Вот буквально недавно я как бы знакомилась с фотохроникой тех лет, военных лет, и вот натолкнулась на ваши фото там с оружием. Вот о чем вы сегодня и говорили, что вот на лице все-таки больше было такого вот, ну я не могу сказать позитива, но все-таки уверенности в победе, видимо, потому что я не увидела такого пессимизма
на лице. И вот, наверное, и эта мысль натолкнула меня все-таки на интервью с вами. Вот как бы я размышляла об этом, почему же все-таки так давно Одиссея Аджинджал не было на своей малой родине. И ну, хотелось бы, конечно, видеть вас чаще здесь. И молодому поколению, конечно же, хочется вас слышать и слушать как артиста, как музыканта, потому что вы действительно талантливый музыкант, и это подтверждают наши маститые музыканты, и вас действительно не хватает на родине. Вот почему же все-таки так мало Одиссея Аджинджал в стране? Отвечу на ваш вопрос. Чтобы выступать на такой большой аудитории, знаете, я вам скажу, наша аудитория абхазская, она уникальна. Ты ее не проведешь. Они настолько музыкально разносторонние, абы как попало, они не примут. И мы на мероприятиях часто пересекаемся, да, вот с моими, да, соотечественниками, друзьями. Я знаю их вкусы. Еще нужно соответствовать тому, что они любят. Это не просто люди, они все меломаны, очень грамотные. И я по крупицам собираю этот материал, собрал этот материал. И думаю, к концерту я могу порадовать разными песнями, разной стилистикой, там, например, там, от классики, да, до вот такого современной музыки. Сегодня у меня вот, я готов к тому, чтобы выступать. Видимо, пришло это время. Сегодня я хочу читать эти песни, петь по-другому, по моему видению, по моему мироощущению. Музыка, песни — это не просто вышел спеть. А сейчас я не могу, вот мне каждое слово — это вот через меня выходит каждое слово, я чувствую каждое слово, я хочу донести, чтобы слушатель, который пришел меня услышать, чтобы он прочувствовал это вместе со мной, чтобы он был на одной волне, понимаете? Вот этот взаимный энергообмен нам нужен. Просто бы прийти, я Одиссей приехал, там послушать, похлопали, нет. Я хочу, чтобы они зарядились вот моей энергией. Я хочу зарядиться их тогда вот открытыми лицами, таким обменом, взаимообмен должен быть, да. И, видимо, сошлись звезды, да. И потом еще самый главный момент. Артиста нужно брать за жабры. Вот я не побоюсь этого слова взять, вот так за руку нужно брать. До этого вас никто не брал? Да, вот появилась у меня очаровательная директор Виктория, как Аля, да, наша соотечественница. Она вообще в Москве без ее ведома, наша диаспора не проводит вообще никаких мероприятий. Вот. Она умеет убеждать, у нее есть дар убеждения. И она сказала: ты знаешь, ты должен давать концерты. Все друзья мои и в Москве, и в Абхазии, все вот спрашивают, когда ты его привезешь, когда мы услышим его. Видимо, вот, говорю, сошлись звезды. Директор, мое внутреннее состояние, и окружение. Я хочу петь для своих любимых людей. Да, и для очень народа. вот отрадно, что вот сейчас, когда мы едем по улицам нашего города, мы видим, лицезреем эти афиши, баннеры с вашим изображением, с концертом, который состоится 10 июля в нашей Абхазской государственной филармонии. Наконец-то Одиссей Аджинджал порадует своих поклонников своим искусством. И если можно, о программе немного. Какая программа, на что вы делаете акценты? Может быть, несколько жанров? Очень интересный вопрос. Программа называется «Мой путь». У меня практически не было 18 Да, лет. очень долго, У меня был с концерт 9 в года. 2009 году, и после этого прошло достаточно большое количество времени. Я программу назвал «Мой путь». За этот период времени у меня накопилось, что рассказать. И программа состоит именно из моей творческой жизни, через что я прошел, да, вот всех лет. Я включил в программу и фольклор, там есть одна песня, которая заставила, я не могу ее не исполнить, я о ней даже расскажу на сцене, потому что эта песня, она для меня просто являлась фениксом, просто она всех вот вокруг объединяла, и она давала надежду на то, что
мы победим. Но все-таки вы обращаетесь к теме войны в своем Да, творчестве. потому что это часть моей жизни, это моя история. Это мой путь, как говорится в песне, маю, там, вот, и my way там присутствует, понимаете? Это вот такой масштаб. А, Я думаю, для каждого зрителя будет что-то интересное для себя, он услышит и унесет с собой. Программа очень разноплановая, поэтому жду я всех. На мой взгляд, вы очень такой гибкий, многожанровый исполнитель, но хотелось бы все-таки знать о вашем предпочтении в музыке. Вот к какому виду вы себя соотносите больше? Поскольку я все-таки вокально, я занимаюсь вокалом уже на протяжении Да, все свои да, да, сознательно. нескольких десятков, наверное, лет, аппарат стал таким гибким, знаете, я пою джаз, Но это не всем удается музыкантам пою даже. джаз, пою, не знаю, легкий рок, могу спеть балладу, там, поп. Мне вот просто приходилось петь и на турецком, и на арабском пел, и на португальском, на французском я блоки делал. Причем я с ними выступал для носителей языка. Вы понимаете, да, насколько это филигранно нужно оттачивать, чтобы тебя поняли. Но итальянский у меня стал как будто бы родным вообще языком. В репертуаре очень много итальянских песен. Естественно, музыкальное училище, все-таки академический вокал, он наставляет. Он является моим фундаментом, когда меня научили управлять своим, телом и вокальным аппаратом, мне кажется, уже мне подвластны такие жанры. Вы можете согласиться с тем, что наша школа, я имею в виду именно Сухумское музыкальное училище, это достаточно серьезный базис для наших музыкантов, как в довоенный период и сейчас. Своего рода кузница кадров, и не побоюсь этого слова, очень много звезд вышли из этого учебного заведения. Вы согласны с этим? Абсолютно точно сказано. Я согласен. Именно это касаемо академического вокала. Я не знаю, на сегодняшний день там эстрадный вокал преподается, но при мне это был академический вокал, академическое пение. Естественно, это училище выпустило, вы знаете, каких певцов? Целую плеяду. И их уже знают во всем мире. Сейчас я встречался с очень очаровательной певицей на набережной с Альдоной Цкуа. И вы там даже исполнили какую-то экспромтом песню. Успели немножечко там изобразить какой-то такой, знаете, арию спеть, кусочек из арии. Опять-таки, я очень радуюсь. Это такой фундамент серьезный, понимаете. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы и была консерватория. Это я думаю, что серьезная не за горами организация, музыкальная организация. Да. Если это будет просто потрясающе. Понимаете, я сейчас смотрю, Абхазия развивается во всех сферах. Я, когда вышел на улицу, я когда увидел всю архитектуру города, как все стремительно меняется в лучшую сторону, как облагородили набережную, мэр города как работает, молодой перспективный молодой человек. И это остается, знаете, только радоваться. И такая уверенность за страну, что она будет процветать, и она будет вызывать определенный резонанс вообще в мировой в общественности, понимаете, в мировой. И я думаю, что это будет такая яркая курортная зона на карте. Но именно посредством деятелей культуры и искусства, я думаю, мы можем транслировать. Абсолютно верно. Вы знаете, музыка, она безгранична. Музыка, она тянет, она всех призывает к дружбе. Но человеку отведено не так много времени, чтобы, знаете, с кем-то там конфликтовать. Да, а можно избежать конфликта. Музыка, она не пришла в нашу жизнь не просто так, а нужно это использовать как вид определенного, знаете, искусства, даже оружия, наверное. Музыка, она всех объединяет.
Вы знаете, что происходит на международных вот конкурсах, да, там на Евровидении тоже, да, там где бы это ни происходило, такая процветает дружба, а это тянет за собой, понимаете, многих артистов международного масштаба. То есть музыка настроит мир. Не красота спасет мир, а искусство, видимо, на ваш взгляд. На мой взгляд, да, искусство это и есть красота, наверное. Одиссей, мы с вами не так давно знакомы, но я за вашим творчеством слежу и как бы давно, и оно мне очень импонирует, хотя я не являюсь музыкантом. И я выделяю у вас такую черту, это ваша человечность, гибкость, вы очень такой эмпативный человек, и я считаю, что для артиста это тоже очень важно, имеет большое значение. Вот хотелось бы узнать, а какой вы вне искусства, вне сцены, вот какой Одиссей Аджинджал, когда он остается наедине с собой? Я абсолютно позитивный человек. На самом деле я научился отгонять вообще какие бы там негативные мысли, потому что, ну, жизнь, она такая короткая штука. Нужно быть вот в гармонии с самим собой. Если ты будешь съеден негативом, ты даже петь не сможешь нормально. Вот. Когда ты дышишь полной грудью, и приходят нормальные мысли, когда ты притягиваешь. Ну, я всегда с юмором, даже в трудные моменты, когда была война, когда мы сидели в окопах, боже мой, я что-нибудь там ляпну, вот просто какой-то, Разрядили и обстановку. все просто, ну, плакали все. И мои друзья говорят, ты когда-нибудь, ты вообще Можешь бываешь сказать? серьезным? Ты даже на войне, вот мы сидим, вот тут сейчас голову не можем поднять, а ты что-нибудь скажешь, и мы все, говорит, умираем. Ну Но это как такое важно, возможно? сохранять позитив, сохранять такой настрой. И это и в болезни это имеет значение, потому что психосоматика все-таки играет определенную роль. А вот вы, насколько мне известно, не очень часто говорите о личной жизни. Вот хотелось бы немного об этом. Семья для вас составляет определенный тыл, который все-таки помогает вам развиваться как личности, как профессионалу. Вот немного об этом. Вот что для вас значит семья, ваши близкие? Вы знаете, семья для меня это все, конечно. Я вот сейчас не представляю без семьи ничего, без моих детей. Я всегда любил детей, но когда пришло мое время, когда там решили наверху, когда у меня появились дети, я понял, что вот это и есть жизнь. А все остальное, в общем-то, не важно. Да, ради чего жить. Когда ты берешь своего ребенка вот так на руки и его прижимаешь к сердцу, непроизвольно там появляются слезы, и вот это и есть счастье и тыл. То есть я вообще семьянин, я люблю в доме, у меня должна быть, вот, не знаю, там семья, я должен возвращаться всегда домой. Я расставание вообще ненавижу. Вот когда я уезжаю там, от моей семьи, все, мое сердце остается там. Стрессует. Я не могу, и вот долго... Ну, творческому человеку присущи разъезды и гастроли, поэтому это, конечно, Слава богу, мне повезло с моей супругой, она человек, в общем-то, творческий, хотя там закончил очень серьезное заведение, как сказать, Московский государственный университет с красным дипломом. Вот. Но мне повезло, что она человек очень творческий, и она видит такие моменты, которые я, может, там не вижу там, да, своими глазами. Я ей говорю, послушай меня вот эту песню, я говорю, что-то мне, не знаю, она вот дает четкие такие пункты, то есть конкретные регламентирует, акценты, да? да, и она она четко попадает, она говорит, вот надо было мне стать там музыкальным критиком, вот. Ну и дети, это потрясающе, конечно, вот, несмотря на то, что мы живем, да, вот в русскоязычной среде, я могу даже не то что похвастаться, сказать, что наши дети прекрасно говорят на родном языке. Это очень важно, Да, находясь потому вне Абхазии. что они поняли, что родной язык это есть мы, а дальше уже другое. Вот. И они уже поняли, что зная абхазский язык с детства, да, если аппарат приучен к произношению наших вот, абхазских слов, например, я говорю, как будет стиральная машина там на абхазском языке? Аджага. Это если ты, будучи ребенком, не скажешь аджага, будучи уже во взрослом возрасте, никогда не произнесешь. И вот, и они уже надрессированы. И другие языки будут даваться Да, легче. другие языки. Или когда мы приходим на концерт с детьми, там начинается, вот у меня там друзья говорят, спрашивают,
А твои дети говорят на абхазском? Я говорю, ну, конечно, могут. А сейчас можно спросить? Я говорю, ну, спросите. И тут начинается вот это про... Тест Да, да, там про... про Как голубей. звучит, да, там слово там голубь на абхазском, либо там медведь, как это дирижер оркестра говорил. А если как там будет у вас там медведь? Я говорю, амш. И весь оркестр, как? Амш. И как это звучит? Вот, ну, семья – это все-таки фундамент всего моего творчества. Если нет семьи, ну, не дай бог, да, там, если там, как и бывают какие-то там разлады, то это вообще не про меня. И вот если в семье плохо, я вообще даже петь не могу. Да, это транслируется. Да, я конечно. просто, у меня очень сильная связь с семьей. Вот когда Ну, я это выхожу, у здорово. нас идет такой теплообмен всегда с семьей. А вот если отмотать время вспять, да, вот назад, вот и вернуться к тому Одиссею Аджинджа, молодому парню, абхазскому парню, который начинал свой творческий путь. Вот что бы вы хотели бы ему сказать? Я бы ему хотел сказать, что ты все сделал правильно, что ты пошел по правильному пути, что ты защитил свою родину, что ты можешь возвращаться на свою историческую землю в любой момент. Многие, знаете, как говорят, сидят в Москве, там, то есть я не просто сидел в Москве, я получил одно образование, получил второе образование. Я ни о чем не жалею абсолютно, оглядываясь назад. Все зависит от самого человека, насколько он трудоспособный, насколько он любит свою профессию. Под лежачий камень вода не течет. Если ты будешь, единственное, чего мне не хватало в моем характере, вот я сейчас вот борюсь с этим, работаю над этим. Мне нужно быть более во мне нет проявленности, я не занимаюсь проявленностью. Вот сейчас, как говорят, нужно показываться везде, там, да, бывать. Самопиар такой, да? Да, у меня этого не хватает, но я не считаю, что я страдаю из-за отсутствия вот такой вот самопроявленности. Вот. Ну, я так воспитан. Может быть, немножко я консервативный, конечно, тех взглядов, но моя культура, моя психология, она вот так устроена. Вот. Да, я все это делаю дозированно. Не хочу быть назойливым. Ну, самодостаточный человек, собственно, поэтому вы не нуждаетесь ни в дополнительном пиаре, как мне кажется. И, в принципе, у вас ваше творчество, оно развивается такими семимильными шагами, потому что если учитывать, что вы поете в разных жанрах, и классика, и джаз, и фольклор, и эстрада, и все очень органично в вас, я думаю, что и дальше будет аналогичным образом. Потом, знаете, что я четко и определенно понял, что я все-таки не гастролер. Я не люблю гастролировать, много бывать, там, не знаю, постоянно в разъездах. Может, это звучит как-то банально, но я так привязан вот к семье, к детям. Я не могу долго быть в разлуке с ними. Ну да, и как бы с семьей часто куда-то И уезжать. по психологии, не знаю, я не любитель ездить по гастролям. Я вот в своем городе, я везде там участвую. Но куда-то мотаться, вот там, да, по гастролям, изо дня в день. Вот знаете, вот как это бывает со многими артистами, очень популярными, вы всех их знаете. Они свою жизнь отдали искусству, творчеству, не успев там, да, там, вырастить своих детей, заниматься их там, воспитанием. То есть дети сами по себе вырастали. Вот. Поскольку у меня все-таки поздний брак, я вот Ну да, должен дорожите, быть... дорожите да. теми минутами, Да, я которые... очень дорожу. Сейчас дочке уже 15 лет, мальчику сейчас 10 лет будет. Это просто, мне кажется, это самое лучшее, большое счастье, это самый большой подарок от Всевышнего. Одиссей, а вот как, на ваш взгляд, вас воспринимают в России? Своим, нежели все-таки абхазом, приехавшим в Российскую Федерацию? Вот вы уже адаптировались, вы стали москвичом, тем вот самым махровым москвичом? Вы знаете, я никогда не чувствовал себя второсортным человеком. Даже учась, да, там, в музыкальном заведении, и, не знаю, я всегда вот был на виду, и всегда мое имя было на слуху. Я даже с дипломниками я всегда выходил, пел в дуэте. То есть поначалу я был скромным, но педагог мой сказал, ты знаешь, скромность – это путь к забвению.
Он говорит, ты должен быть артистом. Забудь свои вот эти вот кавказский менталитет, но ты должен немножко на второй план там, да, окей, но при этом я знаю мое воспитание, откуда я. Вот, я всегда говорил, что я абхаз, почему у вас такое имя? Я говорю, вот родители меня так назвали. Я не могу сказать, что я москвич, то есть такого нет понятия. Вот это мой дом, и Москва второй мой дом. Вот. Я это, ну, понимаете, везде разные составляющие, разное вот такое физическое состояние. Ты Ну, там, вы да, и там, и здесь да, чувствуете себя одинаково хорошо, абсолютно одинаково комфортно. комфортно. Здесь мои люди, у меня очень много музыкантов, друзей, очень много русских, вообще среда все там, да, русские ребята, с которыми я учился. Я знаю, что они меня очень любят и, ну не знаю, вот по крайней мере, когда они говорят обо мне за моей спиной, мне это передают, и мне очень приятно. Но я считаю, что и я, наверное, к ним хорошо отношусь, и когда у человека такая вот, ну, репутация, ну, мне кажется, если ты... Ну, все складывается, Да, если ты там скажем, если представляешь себе не там другого человека, а тебе сразу об этом тут же конечно, заговорят, да. согласна, да. И, Утаить и, невозможно. честно говоря, я не стараюсь нравиться кому-то. Я вот такой, какой я есть. Я не это хочу быть ценно. в маске, да, я хочу быть таким, какой я есть. И вот, слава Богу, мне это всегда, вот, ну не знаю, я вот такой я. Да, и ваша Да. искренность считывается, Да. это я могу Не подтвердить. могу быть в маске или там врать кому-то, я это потом забываю напрочь. Я вообще не могу вот там строить какую-то там, да, там изоляцию. Нет, это не мое, вот я такой, какой я есть. Спасибо большое вам за такую теплую беседу, беседа, которая вот состоялась по душам, искренне, и это все чувствуется. Мы поговорили о творчестве, о жизни, и я уверена, что и в дальнейшем все у вас будет складываться именно так, как вы того желаете. Но напоследок хотелось бы все-таки сказать такую вещь, как мне кажется, музыка — это такой вид искусства, который может дать те ответы на вопросы, которые не дадут даже десятки слов, там, каких-то изречений. И хотелось бы все-таки, с учетом того, что вы артист, музыкант, и в преддверии вашего концерта 10 июля, чтобы вы напели какой-нибудь небольшой эпизод из вашего любимого произведения, которое все-таки вот отражает вас самого как музыканта, как абхаза, Одиссея Аджинджал. Кац дазмахаз вазбакахаца Раида Сила Раида. Спасибо большое, благодарю вас, очень эмоционально, и, кстати, одна из моих любимых композиций. Спасибо. Эта песня, знаете, вот вне камеры даже как помогала, когда мы сидим вот просто в окопе, не знаем, что будет завтра. Я начинаю петь, и все подхватывают. Просто как будто я их гипнотизирую. Ну и реально, она такая очень Причем мощная. они раскладывают на голоса. Да, и мы это многоголосие. начинаем петь. Я смотрю, люди абсолютно перестраиваются, у них даже выражение лица меняется. Мы спели, молча расходились, и в них появлялась какая-то невероятная сила. Вот. Подстегивала. Да, и вот эта песня, она как-то, не знаю, на нейронном, что ли, уровне, она так просто заходила в подсознание, и она творила чудеса. По крайней мере, ребята, с которыми я всю жизнь прошел, всю войну вернее, они всегда меня просили: давай, ты споешь, давай, пожалуйста, спой, давай. Видимо, была такая потребность. Особенно это происходило перед каким-нибудь наступлением. Да, сложный момент. Да, я поднимал вот этот боевой дух, да и сам заряжался. Пошли, поехали, давай. Нам ничто не помеха. Спасибо большое, благодарю вас, очень эмоционально, и, кстати, одна из моих любимых композиций.